А перед началом этого ролика небольшая просьба к нашим зрителям подписаться на канал, поставить лайк. Ваша поддержка очень сильно помогает каналу развиваться и дает нам мотивацию каждый день выпускать ролики для вас с ответами на посягательство на нашу историю. Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Сегодня мы ограничимся небольшим, но содержательным видеороликом, а в дальнейшем придется зачитывать и слова ингушских авторов, которые говорят о выплате дани одних обществ другим. Также есть и источники, свидетельствующие о выплате дани соседним народам на протяжении нескольких столетий. Мы не получаем удовольствия от публикации таких материалов, но выхода нам не оставляют, просим отнестись с пониманием. Как говорится, клин клином вышибают, тем более, что нам сочинять и коверкать факты не приходится. Грузинский историк Вахушти Багратиони в работе «География Грузии», составленной в первой половине XVIII века на странице 152 русскоязычного издания, сообщает о выплате глигвами дани черкесам. Академик и немецкий путешественник Иоганн Гильденштедт, на которого часто ссылаются ингушские псевдопатриоты, присутствовавший при принятии российским офицером присягу верности от ингушей, в своей работе, составленной в 1770-х годах под названием «Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа», сообщает: Прежде находились они под покровительством кабардинских и аксайских князей, но через посредничество кизлярского коменданта, полковника Неймича, променяли они сию малозначащую защиту на российское покровительство. Выходец из польского дворянского дома и историк Семен Михайлович Броневский в своем труде, опубликованном в 1823 году под названием «Новейшие географические и исторические известия о Кавказе», на странице 88 упоминает ингушей в числе народов, выплачивавших дань кабардинцам. В 9-м томе сборника «Сведения о кавказских горцах» приводится документ заключения акта подданства ингушей, который был подписан 6 десяткам ингушских старейшин с согласия всего народа. Процитируем один из его пунктов. «Отныне впредь и навсегда мы и потомство наше обязуемся кабардинцам, чеченцам и прочим здешним магометанского закона народам податей отнюдь никаких не платить, как было до сего». В том же сборнике сообщается, что ингуши обязаны были платить дань даже после подданства то кабардинцам, то кумыкам и даже Шамхалу Тарковскому. Также говорится, что ингуши впадали в необходимость платить дань многим хозяевам за раз. Хоть ингуши и были приняты в подданство России, но тем не менее фактическая зависимость их от кабардинцев все-таки продолжала тяготать над ними, и они по-прежнему платили им дань. Наконец, в 1773 году ингуши отказались повиноваться кабардинцам и обратились к генералу Домидему с просьбой о защите и покровительстве, утверждая, что хотя они временно и платили дань им, но подвластными кабардинцам себя не считали, особенно после вступления в подданство России. Когда пререкание это дошло до сведения высшего правительства, то российский двор в том же 1773 году предписал генералу Домидему не отклонять ингушей от кабардинцев, дабы не раздражать последних, так как ингуши сами признались, что были их данниками. В 12-м томе сборника «Сведений о Северном Кавказе» говорится о некоторых нюансах данного вопроса. Цитирую абзац целиком. Явившиеся кабардинцы доказывали, что ингуши всегда были в их подданстве и платили им дань, а ингуши утверждали, что хотя они платили кабардинцам с каждого двора по барану или железо на одну косу, но что это было временно, и подданными их они себя никогда не признавали, а особенно теперь не желают, когда приняли подданство России, и многие уже приняли христианство. Такого рода подчинение ингушей кабардинцам продолжалось до 1779 года, пока кабардинцы не восстали против российского правительства. Никто не знает, до каких пор они находились бы в таком положении, если бы кабардинцы не взбунтовались. Даже после присяги выплачивать дань в течение 10 лет разным хозяевам одновременно не умудрился никто, кроме ингушей.
Многие, наверное, видели, как наши соседи пытаются искажать историю, попрекая нас тем, что якобы мы платили дань неким князьям. Были ли князья, и платили ли мы им дань в прямом его понимании? Сейчас мы разберем этот вопрос, приводя только факты. Умалат Лаудаев чеченское племя, автор на которого чаще всего ссылаются чеченофобы, пишет следующее. Чеченцы не имели князей и были все равны между собой, а если случалось, что народы высших сословий селились между ними, то и они утрачивали свой высокий род и сравнивались с чеченцами. Чеченцы называют себя узденями, озди или уздень. Слово это у них имеет другое значение, чем у их соседей. У последних узденство делилось на степени, у чеченцев же люди стояли на одной степени узденства, различаясь между собой только качествами – умом, богатством, щедростью, храбростью. Соседи их жили на княжеских землях, по праву ли, или силою приобретенных. У чеченцев же земля была общая, и если случалось, что они селились на княжеских землях, с условием платить подать, но усилившись переставали ее платить и завладевали землей. Им было стыдно платить за землю, которую Бог создал для всех. Война в Большой Чечне, статья майора Властова. Страница 15. По сознанию самих чеченцев, они платили кумыкским князьям дань или исак. Но, говорят они, мы призвали их из шамхальского владения и отдали им землю по правую сторону Аксая, с тем, чтобы они были у нас судьями и служили переводчиками при переговорах с русскими, живших на Тереке. Мы платили им исак, как даем и теперь плату нашим мулам и кадиям. Картина Кавказского края, принадлежащего России и сопредельных ему земель. Сочинение Платона Зубова, часть 3. Страницы 174 и 175. Чеченцы имели прежде князей, но впоследствии истребили их и прибегали к своим соседям, в особенности же к владельцам аварии, с просьбой дать им кого-либо из родственников владычествующего дома. Но, как уже неоднократно было замечено, что чеченцы не только что мало уважают сих иноземных князей, но даже многие из них были жертвами, свойственной чеченцам жестокости и самоуправства, что чеченцы нашлись в необходимости избирать из своей среды старшин, у которых положение также самое жалкое, потому что никто их не слушается. Кавказский календарь, 1860 год. Страницы 136 и 137. Они предпочли признать над собою власть чуждого, но единоверного им владетеля, и с этой целью решились отправить делегацию к Шамхалу Тарковскому с просьбой прислать к ним доверенное лицо для разбирательства их споров решения поземельных споров. За неприкосновенность его ручались лучшие чеченские фамилии. В вознаграждение за труды этого доверенного лица они обязывались платить ему по одной мере хлеба с каждого двора, по одному барану с каждого стада. Кумыкский князь, то есть присланный от Шеами хана наместником, недовольствуясь получаемой им платой, заменил назначенную чеченцами меру на другую, несколько большую. Один чеченец, заметив разницу в величине сабы, швырнул ее у него же на дворе и разбил вдребезги. Испугавшись такого явного негодования, кумыкский князь сбежал со своими приближенными, опасаясь народного волнения и новых оскорблений. Но представители тех фамилий, которые должны были отвечать пред Шеами ханом за неприкосновенность особо присланного им князя, бросились за ним в погоню и настигли его в том месте, где теперь лежит Хасав-юрт. Они уговорили его вернуться в Аксай и остаться у них правителем. Таким образом, кумыки появились в первый раз во владениях чеченцев. Им дозволено было пользоваться землями только по ту сторону Аксая, и чеченцы взяли с них обещание никогда не переправляться через эту реку. Но впоследствии кумыки постепенно завладели чеченской плоскостью, отчего она и носит теперь название Кумыкской. Из перечисленных материалов следует, что чеченцы сами приглашали так называемых князей в качестве переводчиков, судей и административных управленцев. А так называемая подать была зарплатой за выполненную работу, сами князья в кавычках не имели никакой власти над чеченцами, напротив, сами были гонимыми за некачественно выполненную работу, были и случаи истребления.
впоследствии чего чеченцам пришлось выбирать из своей среды управленцев, но даже они не имели никакой власти как таковой. Что иметь в виду, что не менее важно, не только, так сказать, многонациональность, но и структура Кавказа. Это ханство, Дагестан. Ну, Чечня – это военная демократия. Все это, так сказать, мир равных вооруженных людей, которые выбирали предводителя только в случае активных действий, там, набега, попытки. Одно время там были какие-то попытки кумыкских князей взять под контроль часть Чечни. Ничего из этого не получалось. Вот, значит, это пространство военной демократии.